На ферме Люксюгюн очередной насыщенный день. Участницы, закаленные предыдущими испытаниями, уверенно шагают навстречу новым вызовам. Девочки, доброе утро. Доброе утро. Оно доброе, точно? Оно доброе, точно. Умницы, красавицы, сегодня нас ждет, сразу скажу, один из самых сложных дней. Почему, вы узнаете чуть позже. Я думаю, вы уже догадались по экипировке съемочной группы, что нас ждет сегодня. Первое испытание – это будут пчелы. Хозяин фермы Сидор Ионов, помимо прочего, также с 2017 года занимается пчеловодством. Он разводит среднерусских пчел татарского типа. Они не только живучи в условиях Крайнего Севера, но и отличаются особой агрессивностью. На пасеке, где более 60 ульев, участницам предстоит рискованное задание – в специальных костюмах добраться до ульев и собрать мед. Но сначала обязательный инструктаж. Конечно, это достаточно серьезное мероприятие, девочки. И самое главное здесь безопасность. Сейчас вам необходимо будет переодеться. Обязательно должен быть плотный костюм, высокие носочки. Все мы заправляем в носочки, сапожки. Никакого парфюма на вас быть не должно, потому что пчелы очень резко реагируют на ароматы. Вплоть до того, что нежелателен даже дезодорант. Хорошо? Обязательно проверьте в костюме, нет ли какой-то дырочки. Если есть такая дырочка, мы должны ее заклеить скотчем. Даже через маленькую дырочку пчелы могут проникнуть внутрь костюма. Следующий момент. Пчелы не любят резких движений. То есть будьте, пожалуйста, сдержаннее. Если вы подошли, увидели очень много пчел, и они уже сидят на вашем костюме, не надо их сбрасывать, не надо трясти руками, не надо кричать, визжать, потому что вы должны понимать, что если вы в этом костюме находитесь, у вас все хорошо. Нужно справиться со своим страхом и эмоциями. Это самое главное, что вы должны для себя понять сейчас. С нами сегодня рядом фельдшер, знакомьтесь, фельдшер местной больницы, да, который в случае чего, ну не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, окажет вам первую помощь. После таких слов ведущие девчата словно потеряли дар речи и молча начали надевать костюмы. Первыми в бой со свирепыми пчелами отправляются Юлиана, Карина и Люция. Эмилия и Аина следом. Ну и, конечно, как всегда, в этом нам помогут сотрудники экофермы. Это Николай и Иван. Вы уже их знаете. Вот, наверное, задаетесь вопросом, что у них в руках? Что это? Это дым от какой? Он типа отпугивает их или наоборот? Ну, то есть это в случае, если вдруг на вас атакует целый рой пчел, то, в принципе, вот таким дымокуром возможно отогнать. Там их много, да? Они злые? Злые. Реально? Много и злые. Девчонки в опасной близости от ульев. Тут настоящая злая армия. Работники фермы показывают внутренности улья, и у участниц начинается тихая истерика. Эмоции нужно держать при себе. Пчелы этого не любят. Господи, девочки, их там тысячи. И как я должна не словить панику? Невозможно. Вам нужно посмотреть, одну достаете, смотрите, сколько там меда. Ваша задача принести самую полную. Понимаете? Да, потом мы будем взвешивать ее. Вот это считается полное? Это полная или не очень? Нам же много надо. Это много считается, да. А если мало, как она? Обратно что ли получится? Итак, миссия девушек – выбрать самый медовый сот. Первая к заданию подходит Люция. Смело, Люция. Люция не боится вообще ничего. Тем временем Юлиана уже готова сбежать, куда глаза глядят. Только из этого улья, да? Мама, меня кто-то укусил.
Кажется, титул «Железной леди» проекта можно передать от Эмилии Клюции, ведь последняя удивительно хладнокровно справилась с испытанием и направилась на ферму, чтобы переодеться и ждать взвешивания сотов. Далее очередь Юлианы. Простите, простите. Для Юлианы это испытание – настоящая проверка на прочность. Крики, слезы и страх могут разозлить пчел. Спокойствие – ее единственный шанс. Все, я залезла в мед. Простите. Хватит или еще есть? Все, по-моему. Я бегу. Ура! Юлиана справилась. Теперь очередь Карины. Карина, твой выход. Пожалуйста, не подумайте, что я долго. Я просто хочу посмотреть, оценить. Карина подходит к заданию вдумчиво, выбирает сот с умом, а не на удачу. Не так уж много пчел у тебя. Справишься. Малышка Карина делает свой выбор и уверенно движется к ферме для Карина взвешивания. молодец. Ну и, собственно, все. Пойдем взвешивать. Главное не упасть. Позовите следующих участников, хорошо? Эмилию и Карину. Там были вот такие вот дощечки, вот смотрю сверху, потемнее. И есть посветлее. Я подумала, это прям новые-новые. И дощечки прям будто набрали весь свой максимум. Аина готова к своему испытанию. Сможет ли она совладать со своими эмоциями среди гремучих пчел? Очень спокойно, сдержанно работаем. Она ни слова не проронила. Похоже, слова ведущей о злых пчелах подействовали на нее. В полной тишине Аина отправляется на взвешивание. Последней осталась Эмилия. Ну, я уже была настроена не паниковать. Так как... Кстати, я познакомилась с ним впервые. Увидела столько пчел. Но я думала, будет, знаете, вот помещение. Мы заходим туда, и все типа вот так вот. Прям тысячами пчел нас окружают. А тут они открыли, то есть они сейчас закроют, и их как бы уже на земле не будет видно. Эмилия вновь подтверждает звание «Железной леди» проекта. Посмотрите на ее уверенное лицо и четкие движения. Она будто профессиональный пасечник. Молодец, достаем, достаем. Молодец. Все отлично, возвращаемся в лагерь. Ну что, девочки, мы сняли всю нашу экипировочку, и самое главное теперь узнать результаты, сколько меда принесла каждая из вас. Подходим, берем свою ячеечку и кладем на весы. Люция. Так, посмотрим. 2400. Молодец. Клади обратно. Юлиана. У тебя 2,35. Следующее. Аина. Твой результат 1,9, да. Карина. Итак, твой результат 2,2. Молодец. И Эмилия. Сколько?
3,40. Но я думаю, все понятно и очевидно. Именно так распределятся баллы за этот конкурс. Молодцы, девочки. Ну а сейчас, без какого-либо отдыха, мы отправляемся с вами на следующее задание. И это будет полоса препятствий. Пройдемте. Полоса препятствий – это не просто задание, а настоящая битва. 5 уникальных испытаний ждут наших девчонок, и каждая из них покажет, насколько они закалились в условиях фермы. Итак, девочки, ваше первое задание следующим образом звучит. Вам необходимо набрать как можно больше воды. Ну, вы видите перед собой большую тару, у вас есть баночки, ну и, соответственно, должен быть водоем. Водоем мы видели вот здесь, да? У вас будет только 2 минуты. И затем мы проверим, кто из вас оказался быстрее, активнее и, соответственно, набрал как можно больше воды. Готовы? На старт! Внимание, марш, поехали! И девчонки ринулись в бой. Задание осложняется тем, что берег водоема далеко не пологий. Аина сняла обувь в надежде, что это ей поможет. Молодец! В борьбе все средства хороши. Люция последовала ее примеру, босиком по земле. Молодец! У Эмилии ботинки набрали и воды, и грязи. По-моему, ей бегать тяжело. Минута позади, девочки. Еще 1 минута осталась. И Эмилия снимает свою обувь. Молодец! Секунд, девочки! Быстрее успейте добежать! 4, 3, 2, 1. Стоп! Больше всех удалось набрать воды Люции. Она получает 5 баллов. Эмилия на хвосте с 4 баллами. Далее Юлиана 3 балла. 4-я Карина 2 балла. И Аина замыкает пятерку с 1 баллом. Там были 4 одинаковые банки у девочек, и у меня все. Я точно знаю, что я была быстрее всех, и я сделала больше всего ходок до этого водоема. Но получилось у меня не больше всех, потому что банка у меня была меньше. Девчата, это только начало. Готовьтесь к следующему испытанию. Перед вами емкость с определенной жидкостью. Я думаю, чуть позже вы поймете, что это. Ваша задача в этой емкости найти монетку номиналом 5 рублей. 5 рублей. И мы фиксируем результат, на какой секунде вы это сделаете. Понятно? То есть нужно как можно быстрее найти монетку номиналом 5 рублей. Будьте внимательны. Ну, нужна монетка только 5-рублевая. Итак, на старт. Внимание. Марш, поехали! Ох, девушки, я думаю, вы догадались, что же за жидкость в этих контейнерах. Да, это результаты жизнедеятельности рогатых обитателей фермы – коров. А чтобы задание было еще более интереснее, помимо 5-рублевой монеты, мы подкинули в контейнеры похожие на нее предметы. Неудивительно, что Юлиана почти потеряла сознание от ужаса. На 27-й секунде Люция находит первую монетку. Умница! Она получает 5 баллов. Покажи, 5 рублей точно? Да. Фиксируем время у Люции. Девочки, продолжаем искать. У меня тут обручальное кольцо и помолвочное с россыпью бриллиантов. И поэтому я только одной рукой левой копалась. Я бы не хотела, чтобы мои бриллианты оказались в Осталось еще 4 монетки. Кто же найдет следующую? Вторая монетка у Аины. Ее время 2 минуты 21 секунда. Она на 2-м месте и получает 4 балла. Нашла? Фиксируем результат нашей Аины. Отлично. Отвратительно, конечно, здесь было, чем у свиней. Потому что мы копались реально вот. Хотя об этом я узнала потом.
пока уже копалась там. То есть ты сначала думала, что это какой-то Просто жижа, да. просто жизнь? Непонятно было. Тем временем Юлиана находится в своем личном аду. У Юлианы вновь слезы на глазах. Ее рвотный рефлекс подводит ее. Третью монетку находит Эмилия. Время 3 минуты 31 секунда. Она на третьем месте и получает 3 балла. Нашла? Итак, отлично. Фиксируем время Эмилии. Сквозь рвотные рефлексы и слезы Юлиане удается найти четвертую монетку. Ее время 5 минут 14 секунд. Четвертое место и 2 балла. Я нашла. Нашла, отлично. Умничка. Фиксируем время Юлианы. А вот Карина так и не смогла найти свою монетку и занимает последнее место с 1 баллом. Девочки, смотрите, следующее задание. Вам нужно будет забить гвоздь. Один гвоздь у нас покороче, другой большой. Но у вас ограниченное количество ударов. Вот здесь написано маленький гвоздь, у вас всего лишь 5 ударов на него, большой гвоздь 10 ударов на него. Понятно? А затем мы измерим, насколько глубоко у каждого вошел гвоздик, и, соответственно, поставим по этим результатам баллы. Девочки, будьте внимательны. Если вы загнете гвоздь, если гвоздь загнулся, то мы сминусуем у вас с общей копилки минус 5 баллов. Поэтому будьте аккуратней. Итак, я думаю, задача проста, ясна. И мы готовы. Первое, кто проходит, это Люция. Проходи. Раз. 2, 3, 4. Ай, молодец, почти до конца. Хорошо, с маленьким справились. Переходим на большой гвоздь. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Молодец! Нет, сюда не будет. Нельзя тратить. Так, следующая Эмилия, прошу. Раз, 2, 3, 4, 5. Понятно. Раз, ой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разошлась. Ладно, хорошо. Следующая у нас Аина. Красивые руки, красивый маникюр. Поехали. Да. Раз, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодец. Карина. Раз, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодец. Юлиана. Раз, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы! Ну, я думаю, здесь тоже практически все понятно. Абсолютно чемпион у нас Люция.
Так и есть. Люция снова на первом месте с 5 баллами. Аина второе место с 4 баллами. Карина третье с 3 баллами. Юлиана четвертая с 2 баллами. И Эмилия замыкает список с 1 баллом. Вообще, я не люблю вот эти всякие мастерские дела в плане, потому что это вообще мужская работа, это я не должна делать, как бы. И вот. Но в жизни все пригодится. Так что, надеюсь, теперь буду учиться гвозди забивать. Полоса препятствий продолжается, и девчонки уже прошли 3 задания. Теперь им предстоит толкать бревно до флага. Кто быстрее справится с этим заданием, тот и займет первое место. Готовы, девочки? Первая. Аина, давай. Да-да-да, ты первая стоишь, так, все, пошла. Итак, 3 минуты. Раз, 2, 3, поехали. Молодец. Давай, молодец. Почти. Все уже, просто на коленях, давай. Еще. Стоп! Мы фиксируем твое время. 1 минута 12 секунд. Умничка, поаплодировали, девочки. Следующая. Юлиана. Ой, как шустро, молодец. Вот, обратите внимание, как шустро она работает. Умничка. Юлиана продемонстрировала куда большую скорость, чем Аина. Ее результат 21 секунда. А теперь посмотрим на Люцию. Действительно, Люция оказывается еще проворнее. Ее время 13 секунд. Мы помним, что Эмилия занимается у нас Эмилия спортом. не отстает от соперниц. Ее результат 18 секунд. Карина, наша самая маленькая городская девчонка. На старт. Внимание, марш, поехали. О, какая молодец! Так. И ее результат, стоп! 14,5 секунд! Вот это да! Маленькая да удаленькая Карина показывает отличный результат. Но лучшее время в этом задании у Люции. И она занимает первое место – 5 баллов. Второе место у Карины – 4 балла. Третье место Эмилия – 3 балла. Четвертое место Юлиана – 2 балла. И пятое место и 1 балл у Аины. Я вот просто сравнила стратегии девочек. Я вообще сначала подумала, может вот так вот сначала перевести первый конец, потом второй. Смотрела разные, и я все-таки осталась на своем. Изначально я подумала, лучше бежать, как мячик. Ну что, девочки, на этом наша полоса препятствий подходит к концу. Подождите, девочки, не уходите. Аина, готовимся буквально недолго, потому что следующее состязание этого дня уже готово. Приводите себя в порядок и выходите вновь в нашем лагере. Окей? Итак, мы переходим к заключительному заданию полосы препятствий. Девчонки переместились в загон для телят. Что же их там ждет? Сейчас мы будем заниматься очень полезным делом. Я даю вам 5 минут. В течение этих 5 минут вы должны собрать как можно больше навоза. В принципе, площадь большая, натурального материала очень много. Выдаю вам сейчас мешочки и поехали. Не забываем, всего лишь 5 минут. Ну а далее все просто. Мы просто поставим ваши мешки на весы и узнаем, кто из вас оказался быстрее и продуктивнее. Старт дан! Девчата в рассыпную! Две с половиной минуты, девочки. Один. Стоп, девочки.
Возвращаемся ко мне. Настало время взвешивания. Кто же сколько собрал природного удобрения? Девочки, весы готовы. Прошу принести свою ношу, которая не тянет. Вот сюда. Люция первая. Люции удалось набрать 10 килограмм 650 грамм. Чуть больше набрала Эмилия, ровно 11 килограмм. Вес мешка Карины составил 7 килограмм 500 грамм, у Юлианы 9 килограмм 200 грамм. Меньше всех собрала биоматериала Аина. У нее 6 килограмм 800 грамм. Таким образом, за последнее задание первое место и 5 баллов у Эмилии, второе место и 4 балла у Люции, третье место и 3 балла у Юлианы, четвертое место и 2 балла у Карины и пятое место и 1 балл у Аины. Девочки, еще раз здравствуйте. Один день нашего реалити-шоу позади, и сегодня он был просто насыщен эмоциями. Эмоции были позитивные, как мне кажется. Практически не было слез, как мне кажется. Ну и, собственно, сейчас вы сидите красивые, с улыбками на лице, значит, не все так плохо было сегодня. Но есть, наверное, какие-то возмущения, есть какие-то недовольства. Начнем поэтапно. Для кого этот день был, как вы считаете, удачным? Вот у кого осталось хорошее впечатление, кто счастлив, кто рад, кто добился определенных результатов? Я очень рада, что на этапе с бревном и с гвоздями я заняла первое место. Ну, именно подэтапные, да, такие. Спасибо. И, кстати, вот с консистенцией, с какашками тоже. Я не ожидала от тебя. Я понимала, что это то самое. Я понимала, что это и просто я была готова туда реально сунуть руку. Но мне было жалко мои кольца, поэтому я искала только одной рукой, и слава богу. И в целом нормально, потому что сегодня мы много не бегали, много каких-то силовых испытаний прям сильных не было, но вот сложность была именно, когда мы бежали босиком, набирали воду. Вот было больно, дышать было больно, душа болела, а так в целом нормально. Хорошо, послушаем Эмилию, потому что мы видели, что сегодня какие-то испытания, да, тебе не очень удались, возможно, чуть-чуть не подфартило, да, возможно, госпожа удача отвернулась от тебя на сегодняшний день. Ну а в целом, какие впечатления у тебя остались? Не, в целом, я считаю, что я справилась со многими заданиями. Просто я безумно устала, честно. Ну, типа, не знаю. Я даже не могу объяснить, от чего. Если раньше после испытания я выходила вдохновленная этим, а сейчас у меня уже нет этого вдохновения. Мне хочется просто выпустить все свои эмоции, даже заплакать в какой-то степени, но я не люблю перед людьми там плакать, как-то показывать свои эмоции. Я люблю это делать одна. Так что я хочу сегодня в большой степени помолчать и побыть. То есть эмоциональное выгорание некое, да, у тебя произошло? Нет, не знаю, мне кажется, просто я устала. Это не Просто устала? Просто устала. Хорошо. Так, у Юлианы какие новости по итогам этого дня? Итоги средние, я, в принципе, везде плюс-минус 3-е, 4-е место. Но мне кажется, это самый сложный день, я уже не выдерживаю. Да я не хочу. Я реально на грани. Я хочу домой. Я еще раз хочу сказать, Карина, если бы ты мне не дала перчатку, я реально, я не знаю, что... И вряд ли я бы стала собирать голыми руками. Я и так нюхаю свою руку, и мне становится плохо. И реально, мне этот проект дал понять, что я очень люблю свой дом, свою жизнь, свою работу, потому что я 9 месяцев в году просто сижу в чистом, светлом кабинете. И у меня мозоли, я окунала их в навоз. Я хочу домой, просто я хочу домой. Всё, хорошо. Карин. А мне этот день понравился. Я даже
не хочу обращать внимание на результаты. Я сегодня прям как-то наслаждалась этим днем, этими испытаниями, наверное, потому что мы ощутили весь спектр эмоций, из грязи в князи и наоборот. Из князи в грязи. Особенно в самом начале. Ой, мне больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось возиться с пчелами, хотя это как будто бы самое опасное испытание, как будто бы, но нет, не очень. Может, потому что я люблю мед. А вот с каловыми массами, я не знаю, оказывается, я не брезгливая. Для меня это просто лужа, удобрения, все хорошее, все, что тут есть, это все хорошее, натуральное. Ты сама себя успокаивала так, получается, да? Да, это же правда, нет? Это все правда, молодец. Все дары природы я впитываю. Отлично. Я очень рада тому, что вы смеетесь, радуетесь, что у вас улыбки на лицах. Значит, у вас еще есть силы для нашего финального дня. Я предлагаю вам запомнить этот день, поблагодарить тех, кто поддерживал вас, кто поддерживал друг друга. Ну и, в общем-то, просто ждать следующего дня. Напоминаю, что завтра у нас финальные испытания. Ну и потом уже увидимся в городе на финале реалити-шоу «Городские девчата». Отдыхаем! Давайте узнаем, как оценили друг друга участницы по итогам этого дня. Сегодняшние баллы я Юлиане ставлю 5 баллов, Люции ставлю 1 балл, так как она на сегодняшнем этапе лидирует. Аине я ставлю 2 балла. Просто 2 балла, потому что я уверена, что она мне тоже занижает баллы. Карине я стабильно ставлю 3 балла. Так, сегодня настал день, когда я убрала наконец-то 5. Хочу начать с низкой оценки. Единственное, я поставила Юлиане, потому что я, конечно, понимаю, что у нее ротные рефлексы, трудно сдерживать и так далее. Но это меня очень сильно мешало. Я прям не могла сосредоточиться. Помните, я говорила, что у меня есть какая-то фобия, о которой я не расскажу. Так вот, я кратко скажу, что я просто боюсь тошноты, рвоты. И просто я прям тряслась. Вы, наверное, видели, когда вот мы копались в навозе, я прям закрывала ухо, и прям меня трясло. Может, еще из-за этого я не смогла найти 5 рублей. Ой, ну, Люции 4, мне кажется, тут без комментариев. Она сегодня жрет, она сегодня красотка, звезда. Эмилии 2. Сейчас я не помню почему, но когда я сюда шла, я прям почему-то в голове 2 была у Эмилии. Аина 3, молодец. Она меня так поддержала, когда в самом начале меня поддержала, мне это очень понравилось. Мои оценки. Аине я поставила 4. Я видела, как она старается. Даже когда ей было сложно, она очень старалась, как она катила бревно. Ей было очень сложно, она большая молодец. Карина тоже большая молодец. Она легче всех нас по весу, она ниже всех нас по росту, поэтому условия вообще там на испытании вот с эстафетой были неравные. Я вообще в тапочках пришла, я босиком бегала, у меня ступни болят. Девочки некоторые в кроссовках были, поэтому все так было неравно. Так, и Юлиана и Эмилия 2 и 1, но девочки тоже очень старались, я видела. Девочки тоже переживают, девочки вкладываются, и для них это очень важно. Вот, я что заметила, что им очень важно именно вот показывать себя именно в соревнованиях. Эмилии я ставлю 5. Карине я хочу сегодня тоже поставить высокую оценку, потому что если бы она не поделилась со мной я не могу говорить. Если бы она не поделилась со мной перчаткой, я бы просто не прошла это испытание. Я поступлю как тварь. Люции я ставлю 1, потому что она вырывается в лидеры, а ей не достается оценка 2.
Сегодня Юлиана была, точнее Эмилия была умничкой. Мы все ею гордимся, и я поставила ей 5. А всем остальным девочкам я пожелаю еще потрудиться. Но да, сегодня было очень тяжелое испытание для всех нас, потому что мы девочки, очень брезгливые. Мы общались на эту тему, очень долго обсуждали, думали, что не будет такого. Хотя не знали, какие испытания будут, но пришлось, да. Вот так вот. Мы продержались. Молодцы. Участницы, похоже, начали считать баллы и занижать оценки друг другу. В голосовании все меньше объективности, больше расчета и хитрости. Борьба за 100 тысяч разгорается не на шутку. Слезы и усталость? Да кому они нужны? До финала остались считанные шаги, и каждая из них готова на все ради победы. Смотрите в следующем выпуске.